28 марта 1833 года, в дни праздника Курбан-Байрам в ауле Шариф Троицкого уезда Оренбургской губернии, ныне это село Училинского района Башкортостана, родился человек, которому суждено будет властвовать над временем, ибо он станет полюсом времени. После праздничной молитвы в деревенской мечети новорожденного нарекли именем Зайнулла, что означает «драгоценность Аллаха». В 1851 году юный Зайнулла отправился в город Троицк. В первой половине XIX века в городе было 4 мечети, 4 школы для мальчиков, библиотека, одно медресе. Троицк был одним из центров мусульманской культуры и образования. Наставником Зайнуллы Расулева стал имам первой каменной мечети Ахмад ибн Халид аль-Минкари, выпускник знаменитого бухарского медресе Кукельташ. Уже тогда проявились недюжинные способности башкирского юноши. Сила ума, склонность к благочестию и созерцанию. В нем заговорили гены. Предок Зайнуллы в 7-м поколении по имени Мурат Кабул был шейхом, известным своей святостью в тех краях человеком. Имамами были его отец и дед. Шакир, то есть студент Зайнулла Расулев, стал любимым учеником Ахмада аль-Мингари и характеризовался как самый заметный и наиболее старательный последователь своего учителя. Башкирский историк начала XX века, ученик Зайнуллы Расулева Мурат Рамзи писал: в период своего проживания в Троицке молодой Зайнулла в составе каравана отправился в путешествие в Бухару, которое длилось целый год. Он был вынужден вернуться назад из-за отсутствия возможности достичь своей цели – продолжить учебу в Бухаре. В 1858 году по окончании Троицкого медресе новоиспеченный мулла Зайнулла Расулев назначается имамом в аул Аккужа, расположенный рядом с его родным селом. Его сорвавшийся отъезд в Бухару, как покажут последующие события, имел огромные последствия. Бухарская духовная традиция давно погрузилась во мрак невежества и косности, поэтому творческая натура Зайнуллы Расулева вряд ли бы нашла удовлетворение в бухарских моделях религиозности. Таким образом, неудача заставила молодого имама обратить свой взор в сторону других стран исламского мира. В 1870 году он отправляется в паломничество к святым местам, в Мекку и Медину, с остановкой в Стамбуле, чтобы оглядеть великую исламскую метрополию и, главное, встретиться с известными духовными наставниками столицы Османской империи. По возвращении вокруг Зайнуллы Расулева образуется очень широкий круг учеников, число которых достигает нескольких тысяч. Это вызвало острую неприязнь традиционалистских религиозных кругов, сохраняющих лояльность к бухарским моделям религиозности и обучения и испытывающих подозрения к влиянию, исходившему из Турции и Хиджаза. Словом, опять просматривается столкновение двух течений – консерватизма и модернизма. С одной стороны, застывшая в глубочайшем кризисе традиция Средней Азии, с другой стороны, пробудившийся от вековой литургии Ближний Восток. Муллам-ретроградам не нравилась восторженная проповедь шейха Зайнуллы, одухотворяющая паству и звавшая к социальной активности. На Зайнуллу Расулева было написано несколько доносов. В течение 8 месяцев Зайнулла Расулев содержался в Златоустовской тюрьме, затем был сослан в город Никольск Вологодской губернии. «Аллах послал мне это испытание, и я смиренно принял его», — говорил он впоследствии. Ссылка на русский север была не только испытанием физического характера, то есть испытанием чуждого климата и всевозможных лишений, в пище, комфорте, в свободе передвижения. Ссылка была испытанием духа шейха Зайнуллы. Лишенный обычной религиозной практики, он погрузился в более тщательное изучение трудов великих мыслителей ислама, начатое еще в годы студенчества. В 1881 году Зайнулла Расулев получает разрешение вернуться на родину. Через год после возвращения из ссылки он совершает повторное паломничество в Мекку. В 1883 году имам Зайнулла Расулев, пребывающий в бедственном материальном положении, получил приглашение переехать в город Троицк и обосноваться на улице Амурской в качестве имама и учителя. В его медресе преподавали толкование Корана и Сунны, исламское вероучение, русский, тюркский, арабский языки, математику, историю, теологию, фикх, то есть мусульманское право, логику, этику, географию, химию, физику, зоологию, естествоведение, то есть почти все отрасли тогдашнего знания. Среднеазиатский врач Авиценна Ибн Сина широко известен своим знанием тибетской медицины. Так вот, познание и дар целительства Зайнуллы Ишана ничуть не меньше. А еще он обладал даром предвидения. Пришли к нему как-то раз несколько человек и, испугавшись, что старик не даст им благословения, если будет идти запах табака, по пути запрятали кисет под мост. Получили благословение, уже начали прощаться, как и вдруг Зайнулла Ишан говорит: «Вы уж не забудьте забрать то, что спрятали под мостом». Көпір астына кештірген немегізді алырға ұнытмағыз инде деп тұрып қалған.
Французский историк Александр Бениксон назвал медресе Расулия одним из лучших академических институтов в мусульманском мире. Зайнулла Расулев здесь опять-таки ввел новый дух в свое медресе, можно сказать, дух свободомыслия. Он одним из первых в нашем регионе начал преподавать Коран и Сунну и стремился воспитывать у своих учеников, шакирдов, творческое понимание Корана и Сунны, в отличие от, опять-таки, от старых традиционных медресе, где изучались схоластические книги, диспуты, когда любое высказывание какого-либо средневекового авторитета принималось как догма. Зайнулла Расулев требовал от своих шакирдов уже понимания сути Сунны и Корана. Зайнулла Расулев руководил мечетью и медресе до самой своей смерти. Он умер в начале февраля 1917 года. Господь призвал его к себе, видимо, желая оградить своего верного подвижника от грядущих потрясений. Выдающийся русский востоковед Василий Бартольд в своей статье, приуроченной к смерти великого наставника, назвал Зайнуллу Расулева духовным королем своего народа. Вплоть до середины 70-х годов XX века духовное управление мусульман европейской части Советского Союза и Сибири управлялось учениками и единомышленниками Зайнуллы Расулева. Муфтиями были Алимджан Буруди, Резааддин Фахриддин, сын Зайнуллы Расулева Абдрахман Расули и Шакир Хейлиддинов, которому Зайнулла Расулев в разговоре как-то сказал: «Терпение нашего народа беспредельно, как наша вера. Но Бог справедлив и желает вознаградить нас за наши страдания. Я не смогу дожить до этого дня, но ты, Шакир, сможешь дожить до того дня, когда никто не сможет загородить света истины». Зайнулла Расулев ошибся только в сроках исполнения своего пророчества, но не в его сути.